Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Песни под гитару» и я, Анатолий Длуцкий. Я рад приветствовать всех, кто любит авторскую песню и ценит хорошую поэзию. Слушайте нас, смотрите, заходите на сайт www.3belarus.by и отдавайте свой голос лучшему, по вашему мнению, исполнителю. Меня зовут Елена Хаустова. Я очень рада принять участие в вашей передаче. А сегодня у нас в гостях автор-исполнитель Елена Хаустова. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте. Расскажите, где вы живете, кто вы по профессии? Живу в Гомеле. По профессии я врач-терапевт. Но в данный момент я занимаюсь спортивной медициной, заведую отделением спортивной медицины в диспансере Гомельском областном. Но непосредственно сейчас я нахожусь в декретном отпуске. Сыну моему годик. Вот. Поэтому сейчас у меня немножко есть больше времени заниматься музыкой, потому что во время работы это очень трудно. С чего начнете? Ну, начну я совсем старой песни, которая уже такая старая, что кажется, что века уже прошли. Как называется? «Мама-река». Подо мной лед, бесшумная вода, мне кажется, туда и будто бы заново. Не спеша, я буду чуть дыша, держать в своих объятиях ее приданое. Угодила, мне видно неспроста, у синего холста меня не признали бы. Ну, а я буду как она, буду все одна, буду нелюдимая. Обронила меня на заре, обманула, да не простила, а сама все течет налегке. Ой, мама-река, осторожно, пока не смела ждать, бронзовая стать ее усталая. Заплетала мне в косы благодать, в эти локоны странные, алые. Не хотела желать не это, что ж, да каменную брошь не прикрыла мне. Ну, а я буду как она, буду все одна, буду нелюдимая. Обронила меня на заре, обманула, да не простила, а сама все течет налегке. Ой, мама-река, обронила меня на заре, обманула, да не простила, а сама все течет налегке. Ой, мама-река. Спасибо, очень хорошая песня. А вот скажите, маленький ребенок, семья, она помогает вам в творчестве? Или... Помогает. Первый год как бы не сильно помогала. Вот. А сейчас уже, когда он стал ходить, стал вместе со мной играть на гитаре, отбирает, правда, постоянно. Вот. Ну, уже даже новые песни появились, но пока их не могу спеть, потому что еще они сыроватые. Ясно. Елена, следующая песня. «Одинокий Бог» называется. Пожалуйста. На заброшенных полях, запутавшись в ветвях своих волос, который век за всех, вдыхая волю, там неузнанный тобой, качая головой, живет твой одинокий Бог. Гляди, он тихо болен, тоже мне любовь без колдовства, королевство сна. Тоже мне весна, если она так безнадежно вечна.
Из руки его волна, что тайнами полна, все не докатится до дна реки твоей. С ней он в ссоре тает, тает высота, в глазах его роса, в губах оставленный слабо красив. Он странной красотою, тоже мне любовь без колдовства, королевство сна. Тоже мне весна, если она так безнадежно вечна. Когда-то изо всех дверей он выходил за ней, огни последних кораблей тушил. Хранил он сон ей, следом выпадал дождем, и ветви все на нем побелели до боли. Знал ли он тогда, что только она так безнадежно вечна? Спасибо. Ваши песни наполнены смыслом, образами, они какие-то своеобразные очень. Они отражают ваше душевное состояние? Отражают. Ну, в каждый какой-то момент оно разное. Не всегда у меня то состояние, в котором я писала эти песни. Вот. Но поэтому я пою те, которые на данный момент мне ближе. Какая следующая песня? Так, следующая песня — это уже из более новых песен, с которой я выступала на Днях авторской песни в Гомеле, вот, на 10-м фестивале. «Земляничные поля» называется. Как бутоны снегири за окном вдвоем, слышен шелест крыльев, в клювах дым яблоневый сон. Чую, 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 ты небо не проходит даром, и тянутся, тянутся вдаль земляничные поля. До свидания. Так светло, так зелено, но сюда не долетают слова о тебе. Проведи красным угольком по струне, по руке, и огромные звезды падают вслед, как странно. Ведь я шутка, я просто маленькая неправда. Пристально глядят, не налюбуются, в озябших крыльях бутоны дрожат, лепестки звон или чудится. Чую, 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 ты небо не проходит даром, и тянутся, тянутся вдаль земляничные поля. До свидания. Так светло, так зелено, но сюда не долетают слова о тебе. Проведи красным угольком по струне, по руке, и огромные звезды улыбнутся. Разве странно? Ведь я шутка, я просто маленькая неправда.
Лена, замечательно. Какая следующая песня? Магелланы и Колумбы. В небе колокольчиков звон замер от нежности ветра. Правда, что теперь эта ночь другая, и некуда деться. Где же вы так долго сейчас? Магелланы и Колумбы в твоих глазах молчите, не зная больше причин. Параллели меридианы, вулканы, Каракумы не знают нас. Берите, топите эти слова в океаны. Никому не понять снега, упавшего в эти ладони. И почему ты уходишь опять? Не надо, не надо, и снова миллионы метров земли. Куда-то уплывают все корабли. Пишите, не зная того, что будет завтра, будет с утра. Синоптики сказали, цунами и град. Идите, ловите эти слова, если правы, знаешь. Все, как ты говорил, все спрятано в этом маленьком сердце. Скажешь, хорошо, что внутри небо, и некуда деться. Мы гуляли тысячи раз, аллигаторы самумы пугали нас. Простите, но нам не до вас. Что делают со мною сейчас Магелланы и Колумбы в твоих глазах? Держите, Спасибо большое, Лена. Мы встретимся через несколько дней и буду ждать с удовольствием, потому что замечательно поете, замечательные стихи. Спасибо, я тоже с удовольствием приду. Тогда до встречи. До встречи. Дорогие друзья, завтра вас ждет новая встреча, новое знакомство, поэтому следите за выпусками нашей программы, заходите на сайт www.3belruсь.by и отдавайте свой голос лучшему, по вашему мнению, исполнителю. Это была программа «Песни под гитару». Я Анатолий Длуцкий. До завтра.